ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. А если вы встречаете людей, которые говорят, да, это мусульманская одежда, например, женщина, невежда, такая глупая женщина, она говорит, это мусульманская одежда, но для меня она не подходит. Ей мини-юбки подходят. Там раздетая ходит. Она так думает, что она современная. Она, когда, например, с мечети уходит там куда-нибудь, она хочет раздеться, на них похожими быть, на этих невежд, которым нет стыда и позора. Нельзя так. Наоборот, мусульманка должна быть горда тем, что она соблюдает, а не стыдиться этого. А кто говорит, не, законы это не подходит для этого общества, куфр это, если говорит, не подходит. А если говорит, я чуть-чуть так неуверенно себя чувствую, это еще не отступление от ислама. Неуверенность в смысле, что сможет и так выполнять или нет. Но не надо говорить, что законы Бога не подходят. Не надо говорить, что законы Аллаха не подходят для того времени, в котором вы живете. Вы не знаете лучше, чем Аллах. Аллах знает все, без исключения. И мужчина тоже, если он думает, например, как я молиться буду, мне деньги надо зарабатывать, времени нет, целый день работаю. Идиот он. Он невежда. Он что, не находит время для того, чтобы кушать? Или в туалет не ходит он, когда ему надо? Когда ему кушать, что он не кушает? Он что, бесперерывно работает? Что он как робот, подключенный в розетку запущен? Нет. Когда хочет работать, когда не хочет не работать. Что, он не найдет 3 минуты помолиться? Или он не помоет руки, когда они грязные, когда ему надо? Почему не помоет лицо, руки, протирает волосы и ноги, и потом не ставит на намаз, когда надо? А это там моя душа чистая, если я даже не молюсь, это кафир. Кто говорит, что моя душа и так чистая, мне можно не молиться, он не мусульманин. А его жена была, а теперь ему она не жена. Потому что брак разрушается, когда кто-то из людей отступает от ислама, один из супругов. И дальше уже отношения нечестные. Так вот это надо знать. Во-первых, нужно сохранить в себе веру. В себе нужно веру сохранить, ислам. Во-вторых, нужно сохранить свою честь, там, семья, вот эти дальше, имущество. Ты должен оберегать себя. А если люди не умеют не только семью свою сохранить, они живут не в браке, думают в браке, они еще, и некоторые даже и не в исламе, из-за их невежества. Чтобы такой катастрофы не было, нужно сначала укрепиться в исламе.